Населению Алданского района надоело мерзнуть в собственных домах. Проблему теплоснабжения пытаются решить в Министерстве ЖКХ республики. В Алданском районе работает комиссия из представителей министерства, основного поставщика услуг, компании «Теплоэнергосервис» и глав поселений. В чем же причина холода в домах, узнал Руслан Павлов. Основной причиной недопоставки тепла специалисты считают качество угля, который плохо горит. Второй, но очень актуальный вопрос – долги перед теплоэнергосервисом, которому потребители задолжали порядка 250 миллионов рублей. За 4 года у ресурсника образовалось более 252 миллионов рублей. Те средства, которые могли направить на ремонт оборудования, на подготовку к КЗП. Да, есть здесь связано с неплатежами населения и, конечно, есть проблемы и ресурсникам, которые не своевременно рассчитываются. Говоря о долгах, стоит отметить, что бремя ответственности по неплатежам лежит не только на плечах населения, но и напрямую зависит от управляющих компаний. Кто больше виноват – вопрос риторический, хотя руководство теплоэнергосервиса приводит интересную статистику. Вот только сейчас на совещании я приводил цифры. В целом везде по республике, и в том числе Алдан. То население, которое работает с нами на прямых расчетах, уровень платежей составляет порядка 90%. Уровень оплаты управляющей компании составляет от 50 до 60%. Главы поселений, в свою очередь, отстаивают интересы населения, пеняя на то, что идет недопоставка услуг со стороны теплоснабжающей организации. Поэтому, пока продавцы услуг не подтвердят некачественную услугу, оплачивать их не собираются. Впрочем, на этот раз пришли к компромиссному решению. Сегодня ТЭС признал свою недопоставку по качеству услуг и по воде, и по теплу. Поэтому через месяц отрабатываем все плановые поставленные вопросы, находим результаты, работаем в обоюдном режиме. Сегодня население может отказаться от услуг управляющих компаний, оплачивать тепло и воду напрямую поставщику. Такой механизм предусмотрен законом. Несколько многоквартирных домов в районе уже пошли по такому пути. Не против подобной схемы мэр Алдана Александр Бугай, который как пилотный проект расчетов между потребителем и поставщиком предлагает микрорайон Солнечный. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.